Презентация информационных стендов, посвященных участию добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии, состоялась в зале добровольцев. На стендах описываются основные этапы боевого пути добровольцев, вывешены списки воевавших и погибших. Все эти данные предоставлены в музее Министерством обороны Абхазии. Посетителям были продемонстрированы личные вещи, военная форма, боевое оружие, награды казаков-добровольцев и кавалера ордена Леона, военного летчика, полковника ВВС Абхазии Сергея Подпругина. Также в музее организована фотовыставка, посвященная добровольцам Отечественной войны народа Абхазии. Многие на фотографиях узнавали своих боевых товарищей. Этот Хасан, когда сына его убили, привезли 3 трупов. Положили, 2 узнали, 1 не узнавали, куда его отправить, адрес не знали. Потом этот Хасан, наклонился на него, попросил сигарету, сказал, это мой сын, повез домой его. Похоронил, приехал. Он очень мужественный человек был, потому что сына похоронить, опять приехать, это большая сила должна быть, у отца. Также впервые в Музее боевой славы был презентован информационный стенд «Доброволец номер 1», посвященный герою Абхазии Султану Сосналиеву. Именно он возглавлял первую группу северокавказских добровольцев, прибывших в Абхазию на 2-й день войны. Благодаря поддержке наших братьев из Северного Кавказа, а также добровольцев с юга России, представителям зарубежной диаспоры, Абхазия выстояла и победила в войне, отметил вице-президент Виталий Габни. Ценно, на мой взгляд, то, что сегодня с нами ребята в лицах, которые могут, глядя на фотографии, рассказать о каждом из ребят своей истории, какими они были ребятами, как преодолевали перевал, при каких обстоятельствах погибли. Это не то же самое, друзья, что говорят гиды. И это в особенности ценно. Спасибо, что вы были 25 лет назад с нами в самые тяжелые для нас времена. Приезд добровольцев в Абхазию во время войны никого не должен удивлять, так как горские народы всегда и в мирное время, и в войну сплачиваются, подчеркнул президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов. На Кавказе почти всегда так бывало. Когда на малые народы, нас 52 народа, на Кавказе горских, маленьких, небольших, но великих духом народов, всегда нас объединяла судьба общая, угроза, вызов истории, мы объединялись. 2-й год подряд руководство Музея боевой славы совместно с Министерством обороны республики организовывает выставку, посвященную добровольцам Абхазии. Директор музея, герой Абхазии Мзия Бея, попросила гостей для пополнения экспонатов передать в музей имеющиеся у них ценные документы и фотографии времен войны. Алика Трабш, Беслан Хинджери, Абхазское телевидение.